падежами. На прошлом уроке мы с вами выучили 8 коми-падежей, на сегодня осталось еще 8. Они немного посложнее, но я думаю, мы с легкостью справимся. Следующий коми-падеж – это достигательный. Достигательный падеж. На коми будет мугман. Что-то нужно сделать, зачем-то отправиться. Достигательный падеж отвечает на вопросы «зачем?», «за кем?», «кодла», «мыло». К основному слову добавляется суффикс «ла». Давайте возьмем те же самые слова, с которыми мы разбирались на прошлом уроке, чтобы было легче. Зонкала, карла. Следующий падеж местный. Ина падеж. Отвечает на вопросы в ком, в чем. Мыин, кодын. К основному слову добавляется суффикс «ын». Зонка «ын», карын. Падеж исходный. Петан падеж. Отвечает на вопросы из кого, из чего. Кодыш, мыищ. Суффикс «ыш». Зонка «ыш», карыш. Вступительный падеж, наоборот, не петан, а пыран. Не исходный, а вступительный. Вступительный падеж, пыран, падеж. Отвечает на вопросы в кого, во что. Куде, мые. Добавляется суффикс Зонка каре. Приблизительный, матысчан. Отвечает на вопросы кому, к чему. К чему приближаемся, к кому приближаемся. Куд лань, мый лань. Добавляется суффикс лань. Приближаемся зонка лань. Кар-лань. Следующий падеж, противоположный приблизительному, называется отдалительный. Илыстчан. И тут прибавляется суффикс щань. Кучань, мыщань. От кого? От чего? Зонка щань, отдаляемся. Кар-щань, отдаляемся. Отдаляемся от мальчика, отдаляемся от города. Зонка щань, кар-щань. Предпоследний коми-падеж – это переходный. Вуджан падеж. Отвечает на вопросы кодед, мыед, котты, мыты. По кому? По чему? Добавляются суффиксы «эд» и «ты». Зонка «эд», карты. И последний падеж в коми-языке – это предельный. Вон. Отвечает на вопросы «кодеч», «мыеч», «до кого», «до чего». Добавляется суффикс «эч». Зонка «эч», «кареч», «до мальчика», «до города». Тавывым ставы сёртьяс.